Хаумһығыз Сатурн каналында яңылықтар сығарылышы студияла Гүзәл Ишкенина. Башқұртстан Республика дәулет йылышы құрылтайға депутаттар хайлау темаһы Үзәк хайлау комиссия рәисе Хайдар Вәлиев алып барған видеоселектор ултырышында қаралды. Тулырақ мәгълүмат киләһе сюжетта. 7 сентябрьдә үтәсәк хайлауларга тиклем бер адна вакыт калды. Ошо көндәрдә бөтә республикала киләһе хайлауларга әзерлек эшләре бара. Башкортстан Республикаһы дәүләт йылышы корылтайга депутаттар хайлау барышына әзерлек эшләренең төп мәсьәләләре Үзәк хайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиев үткәргән видеоселектор ултырышында каралды. В день голосования самый важный участок для нас и самый главный участник для всех нас – это избиратели. Прошу вас проявлять максимум вежливости, терпения с обращением с ними. Таким категориям избирателей, как впервые голосующие, ветераны, избиратели-инвалиды, необходимо уделять особое внимание. Заранее подготовиться к голосованию, вне помещения для голосования, проинформировать избирателей о сроках подачи заявлений с просьбой организовать голосование на дому. Напомню, что заявление можно подавать в участковую избирательную комиссию уже с завтрашнего дня до 14 часов 8 сентября единого дня голосования. 28 августтан территориаль хайлау комиссияларында көсөргәнешле эш башлана. Улар хайлау бюллетеннәрен, теркәү танытмаларын әзерләү менән мәшгуль. Еллар буенча хайлау көне участкага килә алмаган кешеләр өчен күсмә хайлау комиссиялары булдырыла. Видеоселектор кәңәшмә тамамлангандан соң район хакимияте башлыгы Малик Шакир улы Вахитов хайлауга әзерлек вакытында башкарыласак эшкә җитди карарга кирәклеген әйтеп үтте. По спискам избирателей. Каждый год в каком-то избирательном участке мы обязательно натыкаемся на такие нехорошие явления, когда либо человек уже давно в живых нет, а он в списке у нас еще маячит. Тоже неправильно. И потом кто-то переехал, кто-то уже уехал давно, а все равно они в списке. Тоже, пожалуйста, вот эти моменты, конечно, уточните. Вопрос организации торговли, художественной самодеятельности, чаепития, значит, закреплены за избирательными участками этих работников торговли будут, культуры, работники ГРВД за каждым участком у нас, как всегда, бывают закрепленными. Ну и представители администрации района в целом, и где сельские местности есть, представители сельских советов будут. Значит, закрепление автотранспорта. За каждым избирательным участком будут закреплены 2-3 единицы автомобилей. Это на случай, хотя и говорят, что когда уточнять будете списки, надо уточнить, сколько людей может прийти, сколько может не прийти. В связи с состоянием здоровья, по каким-то другим причинам. Значит, чтобы могли голосование провести на дому. Хотя вопрос ставится, значит, постараться, чтобы они приходили на участок, но есть таковые, которые к ним домой ездить. Этот вопрос. У нас город и район разделен на 2 округа. Это Ермолаевский, 8 участков, это южная часть города, и сельский совет Шевченковский. И Нугушский, 48-й участок, здесь практически город и район. Здесь 48 участков, а Ермолаевский 8 участков. Поэтому кто в каком округе не работал, все будем работать в едином плане, едином режиме. Турлак коммуналь хужалыгы эшмәкәрлеге гелдә һораулар тудыра. 32 микрорайонда урынлашкан 16 ханлы йортта яшәүчеләр түбә түшәмен ремонтлауды күптән көтә. Тулырак мәгълүмат безнең хәбәрсе сюжетында. Это было еще с весны все потеки, и в зале потеки. Вот тут нужен капитальный ремонт кровли. Денег не хватает. А нам что делать? Нет, как нам жить? Вот вы скажите, как нам выслушайте жить? меня. Актарылган абыйдар стеналарда уңәт бәшмәге. Бындай күренеште 32 микрорайонда урынлашкан 16 ханлы йорттың 4 һәм 5 катында күзәтеп була. Евгений Блохин был йорттың 5 катында 3 ел элек фатир ала. Әмма уны бындай шарттар көтәсәген белмәгәнмен ди. Пенсионер әйтүенсә, фатирның бындай хәлдә булуына иткергән түбә түшәме гаепле. Мы приехали в квартиру туда, и уже дождь шел, и вот эта сборка наверху есть, все сгорело, здесь пожар был. От этого, что там протекает крыша.
И до сих пор никакие меры принимают. Приезжают сюда, они что-то это, приходят, работают здесь все. Паяльные лампы приносят, там баллон на берег, крыша, дальше эти, в общем, толь привозят туда, накрывают, а все равно течет. А течет обычно в какое время? Как дождь. Так течет. Как дождь, так течет. 4-нче катта яшәүчеләрнең фатирларында да ошондай күренеш. Түбәлә стеналарда уңәт бәшмәге дымлык исе. Йорт ишегендә лә аңкып торган дымлык исе. Агып төшкән эҙҙәр электр щиттарында ла бар. Был янгын сыгыу өчен уңайлы шарттар тудырган. Яшәүчеләр әйтүенсә, янгын сыкканы ла бар. Я больше 20 здесь лет живу, и больше 20 лет эта история продолжается. Вот на 5-м этаже щиток, был пожар. Он горел от того, что сильно потопило. 5-й этаж вверх тоже топил. Потом нас здесь. И здесь вот сделали вот это вот, чтобы туда на 3-й этаж не провалить. Вот 2 этажа мы страдаем. 4-й и 5-й страдаем. 5-й этаж и тоже уж вообще основательно страдает от потопа. Сколько можно обращаться? Обращались и писали. И все мы делали. Мы пенсионеры. Вот как мне каждый год это будет топить? Я каждый год же не могу делать это ремонт-то. Исправно мы платим. Пенсионеру исправно платим. Сказать, вы злостные неплательщики. Но мы платим. Все за все платим. Все только какие только на нас уже эти нет само. Но все равно стараемся платить. Но мы тоже жить хотим. В чистоте и порядке хотим. Хотим, чтобы крыша не текла у нас. Пожалуйста, я убедил, прошу вас, помогите нам. Идара итүсе компания вәкилләре 16-нчы һанлы йорттың мәсьәләләре турында яхшы белә. Уларның был һорау турында үз карашы бар. Очень бы хотелось бы, конечно, чтобы до сознания наших собственников наконец-то дошло, что коммунистические времена давно прошли, и что сейчас жилищный кодекс нас заставляет работать совсем по-другому. Сейчас в каждом доме должны быть определены старшие по подъездам, на которых должны быть оформлены соответствующие доверенности для подписания, как говорится, нормативных документов, чтобы не собирать всю, как говорится, всех собственников со всего дома. Достаточно, например, вот здесь 6 подъездов, достаточно 6 старших с каждого подъезда. Среди них определяется председатель совета дома. Данные старшие определяют, согласно плану финансирования, согласно накопленных средств по текущему капитальному ремонту, куда распределять эти средства. Мы, как обслуживающая организация и управляющая компания, они не определяют, куда направлять эти средства. Собственники сами решают, куда направить, на какой вид ремонта направить данные средства. Согласно плану финансирования этого года, на этом доме выделено очень мало средств. Собственники определили небольшую сумму на ремонт кровли, поэтому ремонт кровли был выполнен позаявочно. А на данном доме, конечно, не мешало бы провести капитальный ремонт кровли. Очень хорошо данную проблему решил 32-й микрорайон, 9-й дом. Они, значит, в этом году все средства текущего капитального ремонта направили на 100% замену кровли. Плюс ко всему еще у них средств не хватало на полную замену, так они еще подписали протокол о дополнительном сборе средств на полную замену своей кровли. Данная работа уже выполнена и произведена 100% замена кровли. На этом доме даже не был еще подписан план финансирования, потому что не выбраны старшие по подъездам и не оформлены все доверенности. То есть нет возможности подписать протокол согласно плану финансирования на данном доме. Гаделлек өчен был йорттың түбә түшәмендә 1 ел элек ремонт эшләре башкарылуын әйтеп үтәргә кирәк. Төзекләндерүгә 167 мең сум акча тотыныла. Калган өлешендә капиталь ремонт эшләрен башкару өчен 250 мең сум акча кирәк. Прежде всего, хочу напомнить, что органом управления многоквартирным домом сейчас является общее собрание собственников многоквартирного дома. Вот в данном доме собственники составляют более 97% и 3% всего муниципального жилья. Поэтому они на своем общем собрании должны решить основные насущные проблемы. Первое. Какую определить плату для того, чтобы содержать данный дом? Какую определить плату для того, чтобы выполнять те работы, которые необходимы на доме, в том числе, например, работы по кровле. Если они хотят произвести на данном доме полный ремонт кровли, необходимо собрать собрание, на котором 2/3 голосов от общих собственников многоквартирных домов принять решение о проведении такого ремонта, решить вопрос о том,
какие деньги необходимо собрать для того, чтобы можно было оплатить данные виды работ, и уже после этого предоставить протокол в управляющую компанию, на основании которого мы наймем подрядную организацию, которая будет проводить данные работы по капитальному ремонту. В прошлом году на данном доме были проведены работы по устройству циркуляционной линии для горячего водоснабжения дома. Кроме этого, проводились работы по диагностике внутренних газопроводов, так как этому дому более 30 лет, и это является обязательным условием для того, чтобы продлить действие данных газопроводов в данном доме. И кроме этого, также проводили работу по ремонту 3 подъездов кровли. Естественно, 3 других подъезда необходимо тоже делать. Поэтому в этом году тоже было принято решение, что делать эти работы. Но так как управляющая компания должна по-любому, вне зависимости от того, есть решение собственников или нет решения собственников, решать проблемы протечек, поэтому управляющей компанией через подрядную организацию ЖО-1 был выполнен текущий небольшой ремонт над кровлей, над теми квартирами, которые текут. В том числе над квартирой номер 44 и 45. На сегодня эти квартиры подремонтировали. Для того, чтобы решить вопрос с кровлей над этими всеми 3 подъездами, необходимы финансовые средства, которые жители должны четко определиться по решению собрания. Но на этом доме есть проблема. Несмотря на то, что общее собрание должно собираться с собственниками, на нем должно присутствовать не менее 2/3. На сегодняшний момент на собрание выходит 15-20 человек со всего дома, которые неправомочны решить вопросы за весь дом. И в связи с этим возникает ситуация. Они не могут решить вопрос, где взять деньги, какие деньги собрать и какие работы надо проводить на данном доме. Узган шәмбе Мәләвез халкы иң сагы саралардың береһен ат сабышын күзәтә алды. Тулырак мәгълүмат безнең киләһе сюжетта. Узган адына Мәләвездә Тулпар ат спорт комплексында асык ат ярышлары үтте. Бында үз һәләтләрен күрһәтергә бөтен Россиядән спортчылар килде. Бәйгелә 3 команда һәм 30дан ашу спортчы катнашты. Краснотуринск калаһыннан Тулпар ат спорт комплексы, Мәскәүдән Мәләвез яшьлеге ат спорт комплексы катнашты. Бәйгелә безнең каланы Тулпар ат спорт комплексы күрһәтте. Это соревнование проводится с целью популяризации конного спорта, подведения итогов летнего сезона. Все лето мы хорошо потрудились. Соревнования проводятся по конкуру, критерии времени, чистоту и резвость. На поле установлены препятствия, которые лошадь должна преодолеть чисто, то есть не повалив, на чистоту, чтобы не было повалов, чтобы она не задела верхние жерди. И, естественно, выигрывает тот всадник, который преодолел быстрее и чисто. Тут видна работа предварительная, конечно, как готовились. Конкурс ярыштарында катнашу өчен һыбайларга зур әзерлек, кыюлык һәм атыңды яхшы белү кирәк. Ә бәйгелә катнашучы ат көчле, хәрәкәттәге үзара ярашу, тизлекте хаклау белү талап ителә. Турнирның беренче өлешендә 3 һыбайлы катнашты. Бар каршылыктарда хатаһыз үтеп, Тулпар ат спорт комплексыннан Мәхмүтова Гөлназ һәм Мәләвез яшьлеге ат спорт комплексы тәрбиясеһе Вильников Валерий яхшы һөҗүмтәләр күрһәтте. Этим летом я выиграл чемпионат России. У нас проходил в Отраде. Первый день маршрут я занял 4 место, а последующие 2 первые места. И в общем по зачете получился 1. Я считаю, что Михаил Иванович, тренер, который здесь директор, считается одним из самых лучших тренеров. И я к нему приехал, чтобы он меня обучил, как самому подготовить лошадь. Не просто на ней как бы ездить, прыгать, там, какие-то высоты, там, получать первые места, а самому взять с нуля лошадь и подготовить. Бәйгенең икенче өлешендә яшь һыбайлар сыгыш яһаны. Уларның күбеһе өчен был беренче ярыш булуга карамастан, улар тулкынланмайса бар талаптарга җавап бирә алырлык сыгыш яһаны. Еңү яулаган яшь спортчылар арасында Мәләвездән Тулпар ат спорт комплексы тәрбияләнүчеләре Сухарева Анастасия, Шуйсков Кирилл. Краснотуринск калаһының Тулпар ат спорт комплексы тәрбияләнүчесе Хакимова Альмира. Ошының менән безнең сыгарылыш тамам. Һау булыгыз.